Здравствуйте, меня зовут Лушников Игорь Николаевич, я являюсь помощником Канашского межрайонного прокурора. Федеральным законом от 3 августа 2016 года, номер 21, внесены изменения в законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях. Указанный закон ввел запрет на строительство капитальных спортивных объектов, а также связанные с ними объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, размещать скотомогильники и свалки в национальных парках. Вместе с тем, граждане и организации вправе арендовать участки в национальных парках под рекреационную деятельность. Однако они будут обязаны ежегодно проводить мероприятия по предотвращению вреда окружающей среде. Перечень мероприятий утвердит орган, в ведении которого находятся национальные парки. Также расширены полномочия государственных инспекторов. Им разрешается хранить и применять в качестве служебного гражданского оружия самообороны и охотничье огнестрельное оружие. Статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота» дополнено примечанием, определяющим крупный и особо крупный ущерб. При этом крупным ущербом в статье признается ущерб, исчисленный по утвержденным правительством Российской Федерации таксами и методики, превышающий 40 тысяч рублей, особо крупным – 120 тысяч рублей. Наказание в виде штрафа по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации увеличено с 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Обязательная работа и арест заменены лишением свободы на срок до 2 лет. Часть 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнены квалифицирующим признаком причинения особо крупного ущерба с ужесточением санкций. Если в ранее действующей редакции статьи штраф составлял от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, то с момента вступления в силу федерального закона 27 июня 2016 года номер 157 штраф за незаконную охоту стал составлять от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Наказание в виде лишения свободы по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации в новой редакции составляет на срок от 3 до 5 лет. Ранее данный срок не превышал 2 лет. Кроме того, введена уголовная ответственность в статье 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов, с использованием средств массовой информации, либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Здравствуйте, я старший помощник Канашского межрайонного прокурора Егорова Нина Вячеславовна. Канашской межрайонной прокуратуры проведена проверка соблюдения законодательства об охране труда в отношении организаций, осуществляющих деятельность на территории города Канаш и Канашского района. Проверка акционерного общества «Промтрактор Вагон» и ООО «Научно-производственная фирма «Эмаль», ООО «Север» выявлены факты неознакомления работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте. На момент проверки акционерного общества «Промтрактор Вагон» не была обеспечена обязательность применения работниками средств индивидуальной защиты. Так, в выполнении трудовых обязанностей электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах был допущен без костюма сварщика брезентового. Оператору лазерных установок и средств индивидуальной защиты не были выданы полуботинки кожаные с защитным подноском. Факты невыдачи средств индивидуальной защиты установлены также в ООО «Промремстрой», ООО «Север». ООО «Промремстрой», ООО «Научно-производственная фирма «Эмаль» не была проведена внеплановая специальная оценка условий труда в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест. Проверкой СХПК имени Кирова ООО «Север» выявлены факты допуска работников исполнения ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований, без прохождения в установленном порядке обучения и проверку знаний требований охраны труда, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим. По результатам проведенных проверок возбуждено 10 дел об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими частями статьи 5.27 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. По результатам рассмотрения административных материалов постановлениями Государственной инспекции труда в Чувашской Республике виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 54 тысячи рублей. Кроме того, в адрес руководителя вышеуказанных организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства об охране труда. Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами помощник Канашского межрайонного прокурора Лисицын Алексей Сергеевич.
Внесены изменения в Федеральный закон о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, в соответствии с Федеральным законом упрощается порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, с 1 октября 2018 года при повторной подаче документов на государственную регистрацию из-за неполного комплекта документов или ошибок в оформлении госпошлину платить не придется. В таких случаях заявитель в течение 3 месяцев со дня принятия Федеральной налоговой службы России решения об отказе в государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, если такое решение не отменено, вправе дополнительно, однократно представить необходимые для государственной регистрации документы без повторной уплаты государственной пошлины. Также изменения коснулись информации о предстоящей регистрации. Ранее, чтобы отслеживать, представлены ли в налоговый орган документы для регистрации в отношении какого-либо юридического лица или предпринимателя, необходимо каждый раз обращаться к сайту Федеральной налоговой службы России и вводить соответствующие реквизиты. Так, с 1 октября 2018 года с помощью сайта появится дополнительная возможность оформлять подписку и получать такую информацию в виде сообщения на электронную почту. Новая возможность позволит заинтересованным лицам своевременно направить в налоговый орган возражение относительно представленного внесения данных в единый государственный реестр юридических лиц.